Светлана Кирилловна на съезд приехала из Москвы. Вот уже несколько лет она экскурсовод и преподаватель геологического музея имени Вернадского. А до этого 43 года работала в Воркуте геологом-съемщиком. Ходила с коллегами по горам, составляла географические карты. Я сейчас уже занимаюсь больше подготовкой юных геологов. У нас есть, клуб юных геологов. Он существует уже 12 лет. Мы участвуем во всяких мероприятиях. Вот я там сейчас преподаю, и веду экскурсии. Причем в основном, конечно, взрослых людей. И немножко занимаюсь наукой. Продолжаю еще тот путь, который у меня, начался в Воркуте. На пленарном заседании 18-го геологического съезда представители более 70 геологических организаций Коми и страны. Глава Коми первым делом поздравляет с 90-летием мэтра геологии Владимира Землянского и награждает его орденом Ивана Морозова. Владимир Землянский свою жизнь посвятил строительному материаловедению. Награды получают и другие работники науки. Республика Коми – сырьевая база и фундамент развития экономики и социальной сферы. Особое внимание будет уделено развитию минерально-сырьевого комплекса. Сегодня необходимо активизировать работу по региональному геологическому изучению недр, вовлечению в изучение новых площадей. Природные богатства еще на долгие годы останутся основой экономики Республики Коми и будут обеспечивать рост промышленного производства, увеличение налоговых поступлений, создание новых рабочих мест. Одним словом, продолжит влиять на уровень благосостояния всех жителей республики. Геологический съезд ведет свою историю с 1942 года. Тогда это были геологические конференции. Даже во время войны люди понимали необходимость собраться научному сообществу для обсуждения тем основ экономики. Это стало традицией. Каждые 5 лет съезд проходит в Сыктывкаре, привлекает геологическую общественность страны. От съезда мы ждем, конечно же, плодотворной работы, обмена мнениями. То есть нам нужно знать, где что происходит. Не всегда это возможно сделать на расстоянии. А вот такие вот такого уровня форумы, даже не скажу, что это научное, это такое крупнейшее мероприятие, оно, конечно, позволяет решить вот эти вот проблемы, не решить, а хотя бы наметить какие-то пути решения. Геология нефти и газа, месторождение стратегически и экономически важного минерального сырья, стратиграфия, палеонтология, экономика, недропользование, геологическое образование и просвещение, история исследований. Это основные направления съезда и темы докладов. Геолог Владимир Жарков свои исследования продолжает, будучи на пенсии. Его интересует четвертичная геология. В своем докладе ученый расскажет о негативном влиянии ледниковой теории. Существует две модели развития. Есть ледниковая, которую нам в школе всем преподавали, что были ледники, и так далее, что они мамонтов подавили. А есть альтернативная идея, маринистическая, которая говорит, что ледников не было, а были похолодания существенные, которые влияли, конечно, на развитие биоты и так далее. Но вот таких катастрофических явлений, как ледники грандиозных, на самом деле не было, а были затопления территории морем. Что вызывало, в принципе, последствия такие же, то есть тоже угнеталась биота и все такое. И эти идеи, то есть у нас господствует сейчас ледниковая теория, потому что она как бы с детства и так далее, и так далее. А маринизм как бы не приветствуется пока. Съезд продлится 3 дня. Завтра ученые выступят докладами на секциях. Их всего 10. В дни работы съезда будет также работать выставка научно-технических достижений и новых технологий. Анастасия Тюрнина, Олег Костромин, телеканал Юрган.